Здравствуйте, уважаемые студенты, уважаемые зрители. Сегодняшняя наша встреча посвящена теме генетической безопасности человека, других организмов, которая напрямую связана с вопросами биологической, экологической безопасности, энергетической безопасности, продовольственной, сельскохозяйственной, а также с вопросами сдерживания ядерного оружия и использования биологического оружия. Также сегодня я постараюсь осветить вопросы, связанные с состоянием надорганизменных систем, популяций, экосистем, биосферы, поскольку для такого равновесного и устойчивого состояния эти системы должны обладать значительной генетической изменчивостью, генетическим разнообразием. Что мы имеем в виду, когда говорим о разнообразии? Мы имеем в виду и полиморфизм молекул ДНК, мы имеем в виду и транскриптомные элементы изменчивости, это и протеомную изменчивость, и метаболомную изменчивость. В связи с этим также в рамках данного вопроса интересно будет поговорить о современных и активно развивающихся технологиях генной инженерии, о биотехнологиях, которые используются в генотерапии, используются при получении геномодифицированных животных, растений. И, как правило, общественность немного с опасением и настороженностью воспринимает подобного рода информацию, в связи с чем я считаю возможным этот вопрос тоже поднять. Ну и, конечно, такой очень на данный момент насущный вопрос – это вопрос редактирования генома человека. Потому что у нас есть такая возможность сегодня вмешиваться в целостность нашего генома. И тут, конечно, крайне важно освещение этой тематики не только с научной, но и с этической и правовой стороны. Так как я начала с вопроса о влиянии окружающей среды, то здесь, наверное, правильно будет выделить факторы, которые являются факторами окружающей среды, но негативно способными повлиять на наследственный материал. В первую очередь это физические факторы, которые представлены космическими лучами, обладающими высокой энергией, высокой проникающей способностью, и также они могут проникать в ткани человека, других живых организмов, при этом повреждая хромосомы, вызывая разрывы в ДНК, двуцепочечные разрывы, аберрации хромосом. Такие воздействия, они имеют такой длительный эффект действия, что было установлено при обследовании жителей Хиросимы и Нагасаки, которые подверглись, как вы знаете, массово подверглись действию высоких доз радиации. Так вот, оказалось, что нарушения в периферической крови, хромосомной аберрации в периферической крови жителей этих городов наблюдались спустя десятилетия, даже через 30 лет. Вот. Если говорить об ультрафиолетовом излучении, то это спектр солнечных лучей. Наиболее опасными являются коротковолновые излучения, но с длиной волны до 280 нанометров полностью поглощается и отражается озоновым экраном. До 320 нанометров на 95% поглощаются и отражаются. Поэтому здесь, конечно, надо говорить о том, что важно сохранять целостность, сохранность озонового слоя Земли. Однако те лучи, которые все-таки через него проходят, вот с ним мы ассоциируем такие последствия, как онкологические раковые заболевания кожи, сетчатки глаза. А длинноволновое излучение при длительном воздействии вызывает фотостарение кожи, надо все-таки, наверное, сказать и положительных его эффектах. Это выработка витамина D кожей.
Другие факторы, как температура, в том числе и низкая, и высокая температура, механические воздействия, разрывы, повреждения, деформации, растяжения, электрические и магнитные поля, постоянные, значит, переменные поля, также могут и приводят к изменениям в наследственном материале, однако механизмы требуют дальнейшего осмысления и изучения. Я тут на слайде указала даты, да, это 1925 год, когда впервые было выявлено действие ионизирующего излучения. Но я хочу напомнить, и вы, наверное, все помните, что мутационная теория была предложена Гуго де Фризом в 1901 году. А вот первые мутации лабораторно были получены вот намного позже, и все это время ученым не удавалось вызвать такие воздействия экспериментальным образом. Поэтому на тот момент существовало представление о каких-то внутренних эндогенных причинах мутации. Да, вот удивительно, тогда вот не могли вызвать мутации, а сегодня мы сталкиваемся с такой реальностью, что мутагены, оказывается, уже встречаются нам на каждом шагу. Химические факторы мутагенеза – это вещества, которые могут быть природного естественного происхождения, а также антропогенного, синтезируемые человеком, оригинальные, можно сказать, те, которых в природе не было никогда. Мы называем такую группу ксенобиотиками. И по разным данным, ксенобиотиков в окружающей среде на данный момент накопилось от 1-3, а то, возможно, и до 5 миллионов веществ различных. Здесь я на слайде указала наиболее активные, наиболее опасные химические мутагены. Как правило, мы привыкли думать, что сталкиваемся с ними только при определенных условиях на производстве, к примеру. Вот вторая позиция. Полициклические ароматические углеводороды, да, они являются профессиональными вредностями для сотрудников углехимии, коксохимического производства. Пестициды, также с ними контактируют работники сельского хозяйства. А мы знаем, что это почти половина всей трудовой силы, почти 1,5 миллиарда людей. Однако с химическими мутагенами мы можем встретиться и там, где их не ожидаем. Вот, к примеру, афлатоксины – это вещества, которые вырабатываются плесневыми грибками рода аспергилл и обладают крайней мутагенной активностью. Поэтому тут, конечно, важно учитывать правильные способы хранения пищевых продуктов, особенно зерновых, потому что афлатоксины очень плохо подвергаются обезвреживанию и детоксикации. Соли тяжелых металлов, мы говорили с вами не так давно о их мутагенной активности, в частности, о соединениях ртути, и пищевые добавки. В пищевой промышленности используются антиокислители, консерванты, усилители вкуса, ароматизаторы и другие вещества, среди которых выявлены и запрещены, вот, к примеру, Е123, Е240, вещества, обладающие высокой мутагенной активностью. Начиная с 1928 года научное сообщество с этого момента столкнулась с большим количеством химических мутагенов, и выяснилось, что те мутации, те повреждения, которые они вызывают, их можно снизить. Изучение химического мутагенеза, вообще мутагенеза, необходимо для понимания процессов снижения этих негативных эффектов. И на сегодняшний день известны антимутагены. На этом слайде как раз-таки представлены вещества растительного происхождения, мутагенная активность которых известна хорошо.
И в данном случае хотела бы озвучить птак-вилозит, который встречается в молодых побегах папоротника-орлика, используемого в пищу в ряде стран. И здесь также у нас даются токсины, в частности микотоксины и вещества, которые находятся в продуктах растительного происхождения. Пестициды. Пестициды, все-таки о пестицидах, наверное, будем более детально говорить, поскольку это вещества, которые известны человечеству издревле. Еще в древнешумерских текстах, датируемых 2–2,5 тысячи лет до нашей эры, есть указание об использовании серы в качестве вещества, ограничивающего численность насекомых-вредителей. Активно пестициды стали использоваться с 30-х годов XX века, и по сей день применение их только увеличивается, появляются первыми синтезированными были хлороорганические, фосфороорганические соединения. И на сегодняшний день по разным подсчетам более 1000 пестицидов разработано. И они классифицируются. Существует 4 класса таких соединений. Наибольшую опасность несут представители первых вот этих 3 классов. Первый класс – это практически хлороорганические, фосфороорганические, большая часть из которых запрещена в ряде стран. Если говорить количественно, то по данным на 1990 год применялось около 1,5 миллиона пестицидов. На данные по 2021 году эта цифра увеличилась до 3 миллионов тонн. Те, что запрещены, относятся к наиболее опасному классу и обладают мутагенным эффектом. Примером является ДДТ. А здесь на слайде представлены пищевые добавки, о которых я говорила. На этой таблице они уже распределены по степени опасности и вреда. И на самой последней, подозрительные и запрещенные, мы видим, среди которых не всегда есть очень опасные. Итак, когда мы говорим о мутациях, то мы понимаем, что для физических факторов, а именно ионизирующего излучения, свойственно беспороговое воздействие на наследственный материал. Химические же мутагены имеют порог действия, и для них характерны специфичность, а также аддитивность эффекта. То есть, когда применяются тест-системы для выявления токсикологических, гигиенических исследований, не всегда можем таким образом получить среднесрочные, дальнесрочные перспективы, которые могут быть связаны с генотоксическим их действием. В связи с чем предложены системы, тест-системы, то есть методы, в связи с тем, что нет одного универсального метода, который бы мог выявить мутагенную активность тестируемого соединения, то используется несколько тест-систем, сочетание нескольких методик. На первом этапе используются бактериальные тест-системы, которые обладают высокой специфичностью, чувствительностью, которые можно быстро получить эффект. Однако то, что мы получаем на бактериях, мы не всегда можем экстраполировать на эукариоты, тем более, если говорить о высших эукариотах. Поэтому предлагается целая батарея тестов. Биологические факторы мутагенеза, потому что объяснить действием лишь физических и химических факторов мутационный процесс невозможно. Важную роль в формировании многообразия, эволюционного многообразия и изменчивости играют биологические факторы. В частности, это транспозоны, мобильные генетические элементы, которые способны переносить генетический материал. Это фрагменты ДНК, которые могут перемещаться по геному и могут перемещать молекулы ДНК от одного вида в другой. Вирусы также являются таковыми факторами. Мы знаем, что ряд вирусов, особенно РНКовые, ретровирусы, обладают мутагенной способностью.
можно привести примеры вирусов, которые обладают генетической активностью. Это и вирус оспы, это вирус папилломы человека, вирус иммунодефицита человека, это грипп. Кроме того, вирусы могут и затрагивать эпигенетические особенности регулирования. В частности, вирус Эпштейн-Бар способен вызывать гиперметилирование промоторной части супрессоров, генов-супрессоров онкотрансформации. Антимутагенез – это хорошая для нас информация, потому что мы знаем, что мутации – это не одномоментное явление. И первичные повреждения, которые возникают при воздействии с таковыми факторами, они могут подвергаться коррекции с помощью репарирующих систем. И в связи с этим, зная, что мутация многоэтапное такое явление, есть возможность до становления этой мутации на стадии предмутации устранить такого рода повреждения. Известны вещества, которые снижают мутагенный эффект ионизирующего излучения, это радиопротекторы. К ним относятся в том числе и серосодержащие аминокислоты. Возможно, антиоксиданты также к ним относятся, потому что они способны удерживать активные формы кислорода. Кроме того, есть вещества, которые могут улавливать и инактивировать мутагенные вещества в клетке. Геномодифицированные культуры, здесь на слайде указаны виды, которые сегодня допущены в ряде стран, да, совершенно верно, и используются, выращиваются. И я должна сказать, что самыми основными таковыми культурами являются соя, кукуруза, хлопок и рапс. Страны, которые являются лидерами по выращиванию генно-модифицированных растений, это Соединенные Штаты Америки, это Бразилия, Аргентина, Канада. Какие генно-модифицированные линии мы имеем на сегодняшний момент? То есть это основные следующие линии, устойчивые к гербицидам и пестицидам. Это устойчивость к заболеваниям, вирусам и болезням. Могу сразу привести пример. Это, например, картофель, устойчивый к фитофторе, картофель, который содержит токсины, которые ограничивают численность колорадского жука, к примеру, не поедается колорадским жуком. То есть вот такая устойчивость. И следующая, наверное, группа свойств – это связанная с их продуктивностью, высокой продуктивностью, увеличенным содержанием микроэлементов, витаминов, а также белка, углеводов, жиров. И среди генно-модифицированных встречаются и те, которые используются для улучшения вкуса, цвета, такой ценности, привлекательности продовольственной, а также замедление скорости их созревания и старения, что позволяет длительно хранить эти культуры. Итак, здесь на этом слайде я отразила то, что вызывает опасения с использованием данной продукции и пользу, которую мы можем получить. Конечно, всегда необходимо соизмерять то, какая выгода, какая польза и какие мы несем риски. Опасения связаны с тем, что эти продукты, эти организмы известны нам не так давно, и поэтому мы не всегда можем прогнозировать, как же это отразится на здоровье последующих поколений. К тому же есть опасность вытеснения природных естественных видов и снижения биоразнообразия. При этом также есть опасность, что возможно перемещение генов, то есть в результате опыления, может произойти так, что данные качества будут переданы диким естественным видом, и как произойдет дальше эволюция, как это отразится на экосистеме, тоже мы не совсем понимаем.
Также устойчивость к антибиотикам. Конечно, эти гены, они требуют особого контроля. И вопрос монополизации сельского хозяйства, потому что полученные таким образом культуры надо приобретать, то есть семенной материал надо приобретать. И тогда группа населения в зависимости от таких фирм и таких стран, потому что большая часть продукции производится в Соединенных Штатах, в европейских странах есть фирмы, а потребление рассчитано на страны Азии, Африки. Польза, конечно, связана с тем, что, получая устойчивые к гербицидам и болезням линии, можно снизить химизацию, Давид, твой термин, сельского хозяйства. То есть отпадает необходимость использовать огромное количество пестицидов, что, конечно же, положительно отражается. Это и для работников, которые подвергаются их действию, это и экономически тоже делает такой себестоимость выше такой продукции. И мы можем говорить о повышении урожайности. Также ГМО-продукция используется, это важно, для получения биотоплива. Например, биодизель. Это рапс, канола, которая обладает высоким содержанием жира, и качество мононенасыщенные жирные кислоты обеспечивает то, что это масло можно использовать и в холодных условиях, что тоже важно. Однако, конечно, это немножечко дороже, чем то дизельное топливо, которое получается традиционным способом. Ну и, конечно, ГМО-организмы генно-модифицированные можно использовать для разработки диагностикумов, то есть медицинской отрасли, в медицине, диагностикумов, ферментов, лекарственных средств и новых методов лечения. Этические вопросы и правовые вопросы здесь крайне важны, потому что всегда важно понимать, где же границы дозволенного и недозволенного, насколько эти технологии будут доступны, доступны ли они будут людям небогатым или только элите. Особенно эта этическая составляющая важна, когда мы говорим о редактировании генома человека. И в этом случае, конечно, важно, если мы можем применить эти технологии для лечения наследственных болезней или тяжелых орфанных заболеваний. Но допустимо ли применение этих методик для улучшения каких-то физических, интеллектуальных качеств? Не увеличит ли это социальное неравенство? И возможно ли потеря уникальности? Потому что мы знаем, что каждый из нас абсолютно уникален. И если возникнет тенденция к каким-то стандартам, улучшению, и есть даже такие словосочетания встречаю: дизайнерские дети, улучшенные дети, каковы последствия? И, конечно, очень важно это информационное согласие и вообще информированность общества. Это открытый диалог между учеными и общественностью, чтобы снять это недоверие, это опасение. Когда что-то неизвестное и засекречено, оно всегда вызывает опасения. Открытый диалог между производителями и теми, кто использует эту продукцию. И, конечно же, все эти этические вопросы должны получить отражение в нормативных правовых документах. Правовые аспекты — это, еще раз повторю, право на информацию и выбор, то есть на честную и правдивую информацию и возможность сказать «да» либо «нет». Правда, не всегда это право может быть реализовано, особенно когда это касается эмбрионов. Эмбрион не может дать согласие или отказать. Поэтому особенного регулирования и надзора требует герминативное редактирование. И, конечно, вопросы патентования. Кому принадлежит право на патент? Тому, кто выделил это наследственное качество, или тому, кто им обладает этим качеством? Наверное, должны задумываться о том, что же мы оставим последующим поколениям.
Это и касается и биосферы, это касается и нашего генетического материала. Потому что отдаленные последствия, которые могут быть отражены при внуке, правнуке, и, возможно, это позволит нам пересмотреть отношение к нашим сегодняшним действиям. Может, где-то ограничиться, может, где-то сохранить ресурс ради наших последующих поколений, детей и внуков. Вопрос такой. Вы говорили о веществах и о полезных и также негативных свойствах. Но более интересно, наверное, послушать о территории Абхазии, об Абхазии, что происходит на данный момент на нашей территории. Особенно негативное влияние, прослеживается ли оно, или же об этом говорить слишком рано, потому что только начинается развиваться эта сфера. Спасибо за вопрос, Анжелика. Я думаю, что не рано. Я думаю, что именно сейчас надо говорить об этих вопросах. Пока еще у нас нет широкого выращивания, применения, использования генно-модифицированных организмов, если вы это имели в виду, да? Поэтому, наверное, именно сейчас этот вопрос уместен, своевременен, чтобы немного подготовить нашу общественность к тому, с какой целью используют такие культуры и какие риски возможны при их выращивании. Кстати, это касается не только растений, но и животных. Известные такие, вот первым таким был лосось. Почему это важно? Потому что если проследить, как воспринимает эту информацию общественность в мире, в тех странах, в которых эта продукция давно выращивается, то в разных странах разная ситуация. Эта ситуация зависит от вопросов, насколько информированы и просвещены люди, от социальных, культурных, религиозных конфессий, принадлежности к конфессиям. Также это, ну вот я, например, пример могу привести, что в Соединенных Штатах Америки к этому относятся более либерально, нежели в странах Европы. А в Китае общественность сейчас немного стала более требовательна и более внимательна. И появилась тенденция к усилению контроля за подобного рода исследованиями и продуктами. Поэтому вопрос своевременный. Вы говорили о опасностях и о преимуществах использования пестицидов и ГМО в продукции, и насколько это оправдано и насколько это не оправдано. Вот неуклонное увеличение количества используемых пестицидов, наверное, остановить сейчас невозможно, потому что население планеты растет, а количество сельскохозяйственных угодий не увеличивается. Более того, их состояние все время ухудшается в связи с тем, что мы используем их. Поэтому решить проблему продовольствия и, возможно, проблему голода можно только за счет интенсификации сельского хозяйства. В том числе мы этого не можем достичь без пестицидов и, возможно, без генно-модифицированных организмов. Как влияют именно пестициды на растения? Пестициды, они разного спектра действия. Да, разного спектра действия. Часть из них предназначена для того, чтобы растения защитить от вредителей, от болезней, вирусных, бактериальных. А часть предназначена для того, чтобы уничтожить сорные растения. Это гербициды. Да, и когда мы преднамеренно, предумышленно вносим их на почву, на растения, то, конечно же, происходит аккумуляция, биоаккумуляция. И эти пестициды включаются в обмен веществ, биохимические процессы, которые, собственно говоря, потому они эффективны, что они влияют на биохимические процессы и могут образовывать вторичные метаболиты, которые более активны, более опасны, нежели сам внесенный пестицид. В связи с чем и разрабатываются растения устойчивые
вот в частности с использованием БТ-технологий, есть такие линии кукурузы, сои, люцерны, которые не повреждаются действием гербицидов, а только сорные травы. И, конечно, здесь встает вопрос, если мы будем использовать в этом случае гербициды, то они будут аккумулироваться тканями. И поэтому вот есть тут парадокс, это может привести к увеличению использования гербицидов. И, кстати, разработчики таких линий, инициаторами разработки таких линий являются производители гербицидов. В связи с этим я хотела бы поблагодарить всех вас, зрителей, нашу аудиторию абхазского телевидения, за такую возможность.